В республике продолжается реализация программы соцгазификации. Работы ведут в 12 районах, включая город Якутск. На данный момент при плане в 1867 подключений уже выполнено 1383 пуска газа в домах жителей Якутии для приготовления пищи и отопления. Подробнее о реализации программы расскажет Даяна Федорова. А в этом году мы с апреля начали строить дом, и неделю назад нам подключили наконец-то газ. Айталина Васильева вместе с мужем, дочерью и сыном-инвалидом переехали в столицу региона из Намского района. С этого года они активно занимаются строительством собственного дома. При выборе участка мы именно искали участок с газом, потому что все-таки электрический котел – это очень дорого для молодой семьи, тем более с ипотекой. Поэтому мы искали участок с газом и выбрали здесь, в Северном квартале. Семья Васильевых отметит новоселье уже через 2 недели. Айталина с удовольствием провела небольшую экскурсию для нашей съемочной группы по дому в 138 квадратных метров. Спальня дочери и там спальня сына. Санузел и гостиная, столовая и кухня. Кухня будет располагаться там? Да, тоже с панорамными окнами, и зал у нас тоже с панорамными окнами. Всего же в столице газу подключено 474 дома, при плане в 703 пуска. Многодетные семьи, малоимущие граждане, инвалиды и ветераны СВО могут рассчитывать на получение субсидии в размере 150 тысяч. Туда что входит? Это именно подведение газа до котла и также само приобретение оборудования, счетчики, газоиспользующее оборудование, газовая плита и газовый котел. Основным условием и критерием подключения газа это должно быть газифицированный населенный пункт обязательно, а также документы на жилой дом, то есть домовладение. Самые высокие показатели по реализации программы в Якутске, следом в Чурапчинском и Горном районах. Следует отметить, что при плане порядка в 1800 подключений было построено более 2300 газопроводов. Это означает, что еще у порядка 1000 семей есть возможность подключить свои дома к сетевому газу. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск.